Для львов помощь влиятельных друзей, реализация самых смелых амбиций. Это до июня. После июня львы должны стать раками. Ну, то есть погрузиться в себя, погрузиться в медитацию, в йогу, в глубокое исследование своего подсознания, потому что там Юпитер будет в подсознании, все будет всплывать. Не обязательно плохое будет всплывать. Когда я говорю, что все будет всплывать, это не значит, что сейчас вот там какая-то чернота из вас полезет. Наоборот, возможно, в следующей жизни вы делали что-то хорошее. Я даже скажу вам наверняка, раз вы пришли человеком, наверняка в прошлой жизни вы делали что-то хорошее. И это хорошее тоже будет всплывать. Поэтому просто такие неожиданности, какие-то люди из прошлого, все вот это все может быть. Единственное, о чем львам стоит задуматься, это что конфликты могут быть в коллективе из-за нежелания идти на компромисс. То, о чем я вначале говорила, что вот это Юпитер в раке, он такой: моя правда самая правдивая правда из всех правд, я сейчас как зарычу, я же лев. Ну, то есть вот это может быть. Пожалуйста, фильтруйте, с кем вы делитесь своей правдой, с кем вы не делитесь своей правдой, и со своими планами тоже. Не все союзники одинаково полезны. Поэтому для львов вот так.